Сегодня второй день Петербургского международного экономического форума. Ингушская делегация во главе с руководителем региона проводит деловые встречи с российскими и международными партнерами. Сегодняшний день для Махмуда Али Калиматова начался с интервью информационным агентствам и федеральным СМИ. Калиматов отвечает на вопросы журналистов, рассказывает об уже достигнутых договоренностях в рамках форума и планируемых деловых встречах. Напомню, накануне в рамках форума Ингушетия подписала соглашение о сотрудничестве с Российским университетом медицины и военно-космической академией имени Можайского. Последний самолет с паломниками из Саудовской Аравии приземлился в Ингушетии. Возвращение паломников началось 13 июня. Как отметил министр национальной политики Ингушетии Руслан Мизиев, в этом году власти уделили особое внимание созданию комфортных и безопасных условий для паломников. Мизиев поблагодарил тех, кто принимал участие в организации и сопровождении паломников из Ингушетии. В текущем году для совершения хаджа республике было выделено 1457 мест. Всесезонный туристско-рекреационный курорт Арамхи получит надежное энергоснабжение. Это решение принято по итогам рабочей встречи председателя правительства региона Владимира Сластенина с заместителем министра энергетики России Петром Конюшенко и заместителем гендиректора ПАО «Россети» Алексеем Мольским. Ключевой вопрос, который обсудили на встрече – обеспечение бесперебойного электроснабжения курорта. Решение видят в подключении к Эзминской ГЭС. Владимир Сластенин подчеркнул стратегическое значение Арамхи не только для Ингушетии, но и для всего Северного Кавказа. Напомню, курорт Арамхи – это прорывной проект, реализуемый в особой экономической зоне на территориях Джайрахского и Сунжинского районов. Прокуратура Карабулака выявила нарушения в работе двух колледжей – медико-технологического и колледжа государственной и муниципальной службы. По результатам проверки выяснилось, что учебные заведения ведут деятельность с нарушениями, касающимися лицензирования, соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и соблюдения трудового законодательства. Прокуратура города потребовала временно прекратить их работу. Ранее аналогичные нарушения были выявлены в колледжах Малгобека, Магаса и Назрани. Специалисты Рослесозащиты начали ежегодные наземные наблюдения за состоянием лесов. Такие проверки проводятся каждые 3 года. Уже обследовано более 13 тысяч гектаров в Назрановском и Сунжинском лесничествах. В мае обследовано 15 постоянных пунктов наблюдения, а также проведена выборочная проверка в Карабулакском лесничестве. Под наблюдением ценные породы – бук восточный, граб кавказский и ясень обыкновенный. 22 июня на стадионе имени Дьякова в Сунже пройдет футбольный турнир памяти Бувайсара Сайтиева Caucasian Media Cup. Детали турнира обсудили на совещании в Министерстве спорта Ингушетии. В состязании примут участие команды из Ингушетии, Дагестана, Чечни и Ставропольского края. Команду республики возглавит министр спорта Руслан Белхароев. В составе известные спортсмены и блогеры. Летом 2025 года в 21 регионе России ожидается нашествие саранчи. Эти субъекты страны находятся в зоне максимального риска, прогнозирует Федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе. Под угрозой в том числе находится Ингушетия. От вредителей в этом году придется обработать на 100 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Для борьбы с саранчой будут созданы специальные отряды. По прогнозам ученых, опубликованным в журнале Science Advances, широкомасштабные нашествия саранчи в разных регионах мира ожидаются из-за сильных ветров и дождей.